из мертвых. Та часть литургии, которая сейчас идет, именуется литургией оглашенных или литургией слова. Литургия оглашенных напоминает нам о том, что это начальная часть литургии, доступная для присутствия и теми, кто еще не принял крещение. Более строгая дисциплина Древней Церкви предписывала удалить из храма всех, кто еще не является крещенным, кто не является полноправным членом Церкви при начале совершения самого таинства Евхаристии. Поэтому предшествующая часть, на которой некрещенным разрешалось присутствовать, именовалась как раз литургией оглашенных, то есть тех, кто еще готовится к принятию крещения. Литургией слова она называется потому, что центральным моментом этой части литургии является чтение Слова Божия, отрывков из апостола, из деяний апостолов или из посланий апостолов и отрывка из Святого Евангелия. Прозвучал возглас на греческом языке. Этот возглас произнес возглавляющий богослужение митрополит Кирилл. Если мы внимательно посмотрим, это первый возглас, который произнес митрополит за время божественной литургии. Именно с этого момента, собственно говоря, и начинается литургия. Все, что было до этого, это такой вводный, предшествующий чин литургии, в котором возглавляющий его епископ напрямую не участвует. А с этого момента начинается, собственно говоря, сама литургия, и этот возглас, произнесенный на греческом языке «Оти агиос и хеосемон, каситин доксан анапембамен, то патри, катоио, катоагио пневмати». «Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу». Пасха также в Древней Церкви было временем крещения оглашенных, то есть тех, кто на протяжении долгого времени готовился к принятию крещения, особенно готовился к этому Великим постом, удостаивались крещения за литургией Великой Субботы или за литургией Пасхальной ночи. Именно поэтому, как на литургии Великой Субботы, так и на литургии Пасхи вместо традиционного гимна «Три святого, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», звучит крещальный гимн «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя». Возглавляющий богослужение епископ совершает благословение молящихся. И посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Так, приложившись к Святому Престолу, предстоятель и сослужащее духовенство передвигаются в заднюю часть алтаря, так называемое горнее место или возвышенное место, где, повернувшись лицом к народу, они совершат благословение молящихся.
Можно, кстати, пока вот кадр у нас есть, обратить внимание, да, что на многих иконах в этом соборе святые изображены на фоне казанских храмов. То есть у них за спиной силуэты храмов города Казани. «Мир всем!» Древнее приветствие произнес возглавляющий богослужение митрополит. Древняя форма приветствия, идущая еще из Ветхого Завета, то, что на древнееврейском звучит «Шалом алейхем», «Мир всем». Пожалуй, наверное, все ближневосточные народы, прежде всего, при приветствии желают именно мира. Да? Если в нашей культуре обычно желается здоровья, то здесь именно мир. Да? То вот это же самое приветствие на арабском языке, салям алейкум, типа желание мира всем. Начинается чтение из Священного Писания, и этому чтению предшествует так называемый прокимен, то есть избранный стих из псалма, подобранный по теме данного дня, данного праздника, который поется попеременно диаконом и хором. Апостольское чтение взято из самого начала книги «Деяний святых апостолов». Пред ними же поставив себе живо по страдании своего многих истинных знамений, теми 40 является ими глаголеша в Царстве Божьем. С ними же еды, помилуем от Иерусалима не отлучайтесь, но ждать обетования Отче, еже слышите от меня. Яко Иоанну вокрестил есть водою, вы же им креститесь Духом Святым. С точки зрения церковного года Пасха является не только главным праздником, но она фактически открывает собой череду нового цикла церковных чтений. Так что как раз сегодня мы с вами слышим самый первый отрывок, или так называемый первое зачало из апостола, и точно то же самое будет и с Евангелием. Читается первое зачало из Евангелия от Иоанна. То есть ни апостольское, ни евангельское чтение напрямую не говорят о воскресении Христовом, а они именно открывают новый цикл чтений. Напомню, что евангельское чтение, собственно, о воскресении было уже прочитано накануне за литургией Великой Субботы. После чтения апостола звучит гимн «Аллилуйя», предшествующий чтению Евангелия. Также ради особой торжественности момента чтения Евангелия перед этим, как мы видели, было совершено вновь кождение алтаря и средней части храма, там, где Евангелие будет читаться. Особенностью пасхальной литургии, там, где это позволяют условия и количество служащего духовенства, чтение Евангелия совершается на нескольких языках, на нескольких древних языках времен апостолов, на нескольких современных языках, для того, чтобы засвидетельствовать вселенскую проповедь Евангелия, что Евангелие предназначено не для какого-то народа, не для конкретной культуры, но для всего человечества. Именно поэтому чтение пасхального отрывка совершается на нескольких языках. Мы видим, как те, кто будут читать Евангелие, выстроились на солие, то есть вдоль иконостаса. Благослови, высокопреосвященнейший владыку,
благовестителя, святославного апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Бог молитвами святогославного всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Мир Так, всем. получив благословение на чтение Евангелия, старший из диаконов начинает это чтение. Чтение Евангелия от Иоанна. Εναρχήνολογος και ο Λόγος εν προς τον Θεόν και Θεός εν ο Митрополит Λόγος Кирилл читает Евангелие на ούτως греческом ήλθεν языке. αρχή προς τον Θεόν πάντα δι' αυτό εγένετο κι χωρίς αυτό εγένετο όδε εν ο έγωνον. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Узнаваемо звучит Евангелие на латинском языке. Deum, omnia per ipso facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. בראשית חיה הדבר, וכדבר חיית אלוהים, ואלוהים חיה הדבר, הוא חיה Слышим בראשית иврит. עץ אלוהים, כחול נחיה על ידו, ומבלעדיו לא נחיה, כל אשר נחיה. Filbati kenal kalimatu, wal kalimatu kenal indallah, wa kenal kalimatullah, heze kena filbati indallah, kullu shein bihi kena, wa biheirihi, lam yakud sheiun mimma ken. Начале без слова, и слово без Богу. И вот более узнаваемое для нас церковно-славянское чтение. Все тем выше, и без него ничто же быть, и еже быть. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not Мы anything слышим made. чтение не только на That древних, was но и на новых made. языках, на английском. Am Anfang war das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, und ohne das Wort ist nichts entstanden. Спокон віку було слово, После немецкого мы слышим украинский вариант Евангелия. І Бог було слово, воно у Бога було спокон віку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього, і життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. На початку было Слово, а Слово было у Бога, и Богом было Слово. Оно было на початку у Бога, wszystko przez ничем стало, а без Него ничем не стало, со się stało. In bashta sus balgan, sus al-khibelin bulgan, hem sus al-khibelgan, sus in bashta al-khibelin bulgan, Итак, после польского варианта мы слышим Евангелие на татарском языке. Чон малдан самах полна, самах туроба полна, самах хай тура полна, волчан малданах туроба полна, мей булни падембеку нурла полна. Кроме того, читается Евангелие на тех языках, на которых молятся
Многие верующие в нашей епархии, то есть это и чувашский, марийский языки, удмуртский, 대중의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시니 이 말씀이 곧 하나님이시로 그가 대적의 하나님과 함께 계시고 만물이 그로 말미암아 증인받으시니 증인은 그리스도 하나도 그가 없으니 든 곳이 없으니라. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Оно было вначале с Богом, все через Него возникло, и без Него ничего не возникло, что возникло. В нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Явился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через Него. Не был Он свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Так, чтение Евангелия заканчивается чтением на русском языке, и мы обращаем внимание на то, что чтение в церкви совершается особым способом, особой манерой чтения, таким чтением на распев. Это достаточно древняя традиция, которая характерна для многих духовных культур, особенно культур ближневосточных, откуда происходят корни нашего христианского богослужения, в том числе в синагогальном богослужении, вот такое распевное чтение Священного Писания. Во имя Его, которое не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога были рождены. Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы увидели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и провозглашает: это был тот, о ком я сказал, идущий за мною. Впереди меня стал, потому что прежде меня был, ибо из полноты Его мы все приняли и благодать на благодать, потому что закон
Евангелие. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, поет хор. Пасхальное Евангелие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно обращает нас к самой идее Бога воплощения, к тому, что предвечный Сын Божий становится человеком ради того, чтобы открыть нам путь к спасению. И завершается оно словами, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. После чтения Евангелия звучит очередная ектения, сугубая ектения, как мы уже говорили, двойная, удвоенная, усиленная ектения усиленного моления. Уже не единожды, а трижды отвечает хор на прошение «Господи, помилуй». Крупным планом мы видим Святой Престол, видим расстеленную на нем плащаницу, развернутый на престоле антиминс, плат, в который вшита частица мощей святых, тот плат, на котором совершается таинство Евхаристии и причащения тела и крови Христовых. Также мы видим такую своеобразную пирамидку в задней части престола. Это дарохранительница, сосуд, в котором хранятся запасные святые дары, которые сохраняются после литургии для возможного причащения верующих, больных или умирающих на дому. Хор поет «Господи, помилуй» на греческом языке. Кирие элейсон. Памятных, святейших патриархов православных и создателей святые обители сия, и от всех предпочивших, отцей и братья, сдележащих и повсюду православных. Еще молимся во милости, жизни, мире, здравии, спасение, посещение, прощение и оставление грехов рабов Божиих, всечестного наместника и отца нашего, священного игумена Марка, с братьями святые обители сия, и всех здесь предстоящих и молящихся, и еже множит и дней, и лета живота. Среди участников богослужения, особенно среди иподиаконов, а также в хоре, мы видим немало студентов Казанской духовной семинарии высшего учебного заведения Русской Православной Церкви, расположенного в Казани и занимающегося подготовкой священных и церковнослужителей. И вот такая практическая подготовка через участие в богослужении, в том числе именно по большей части студентами семинарии читалось Евангелие на разных языках. Завершилась сугубая ектения. И приближается время великого входа. Если за малым входом совершилось духовенство в алтарь, внесение на престол Святого Евангелия, то в рамках великого входа на престол переносятся уже подготовленные для таинства Евхаристии хлеб и вино для их последующего освящения и приложения в тело и кровь Христовой. Господи,
наш, молитвами Всепречистой Мы слышим, Владычицы как нашей Богородицы, возглавляющий богослужение митрополит Кирилл возносит молитву, недавно введенную в обиход нашей литургической практики, молитву о умиротворении, о скорейшем наступлении мира, о преодолении вражды в связи с известными нам военно-политическими событиями, в которые вовлечена и наша страна, и сопредельные земли вот в рамках той спецоперации, которую проводит Российская Федерация на территории Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины, о том, чтобы дух братолюбия не оскудил бы в наших сердцах и чтобы скорее наступил заповеданный Богом мир. Запрети и замыслы их не спровергни, благодатью Твоею власть придержащих, ко всякому благу настави, воинов, заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дом и введи, голодные напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду благую утешение подашь, на брани убиенным, прощение грехов и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, яже в Тя веры и надежды и любви, якуда во всех странах наших, едиными усты и единым сердцем, исповемайся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Великому входу предшествует чин повторного умовения рук предстоятелем, митрополитом Кириллом, поскольку сейчас он будет совершать так называемую архиерейскую проскомидию. Вообще проскомидия – это приготовление хлеба и вина для последующего освящения, приложения в тело и кровь Христовой. В рамках архиерейской проскомидии предстоятель вынимает из просфор, из специальных хлебов частицы с поминовением живых и усопших членов церкви. Великий вход сопровождается пением весьма известного гимна херувимской песни «И же херувимы, тайнообразующие, и животворящие Троицы, три святую песнь припевающие, всякое наижитейское отложим попечение». В этом песнопении Церковь призывает нас уподобиться херувимам, которые, прославляя Святую Троицу, должны оставить всякое житейское попечение. Вот сейчас мы должны отложить все наши земные заботы, все наши мысли о земном и устремить свой ум ввысь, в небеса, в горнее. Так предстоятель отходит от престола и направляется в северную часть алтаря, где находится жертвенник, стол, на котором осуществляется приготовление вещества для таинства Евхаристии, то есть хлеба и вина. Как и во многие важные моменты богослужения, совершается кождение алтаря и храма для того, чтобы наполнить благоуханием, наполнить фимиамом помещение, в котором будет происходить важные действия. Мы видим, что диакон, который совершает кождение, имеет на спине воздух. Это тот плат, которым были покрыты дискос и чаша, то есть те сосуды, на которых приготовлены хлеб и вино для таинства Евхаристии. Вот они были покрыты этим платом. Сегодня на нем
изображена икона Воскресения Христова, причем именно в том вот древнем каноническом варианте, то есть сошествие Христа в ад, точнее его исхождение уже из ада, вот мы видим, да, там разрушенную адскую темницу, и как Господь за руки выводит прародителей Адама, Еву и других ветхозаветных праведников. Архиерейская литургия несет в себе очень много черт древних литургических чинов, тех, которые со временем трансформировались или просто исчезли из обиходной практики, но сохранились в архиерейской литургии. Один из них мы уже видели, как до малого входа архиерей фактически не участвовал в литургии, он просто находился посреди храма, и только после того, как он вошел в алтарь, был произнесен им первый возглас. То же самое мы можем увидеть и в процессии Великого Входа. Архиерей не участвует в самой шествии, он в царских вратах будет встречать приносимые ему сосуды с приготовленными дарами для совершения литургии. В древности жертвенник находился не в алтаре, а в отдельном помещении, куда посылались младшие клирики для того, чтобы принести их к алтарю, где их встречал предстоятель. Вот мы видим это шествие. Протодиакон и старший из священников, в данном случае игумен Марк, наместник данного монастыря, несут дискос со святым хлебом и чашу с вином для совершения таинства Евхаристии. Предстоятель встречает их в царских вратах. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Во время Великого Входа совершается поминовение верующих, и начинается оно с поминовения предстоятеля данной поместной церкви, в нашем случае предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, диаконский, монашеский чин и весь причет церковный, всечестнаго игумена Марка, с братьями святые обители сия, прихожан, благотворителей, жертвователей, благоукрасителей, тружеников, паломников, святые обители сия, строителей святаго храма сего, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Процессия Великого Входа завершается вновь на Святом Престоле, куда поставляются дискос и чаша с приготовленными дарами. Хор завершает пение херувимской песни, ее второй части, «Якуда царя всех под именем ангельским невидимо, дреносимо чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Мы помним, что первая часть завершилась призывом отложить всякое житейское попечение. Для чего? Для того, чтобы принять царя всех, невидимо сопровождаемого ангельскими чинами. В этом песнопении, имеющем византийское происхождение, Христос уподобляется византийскому императору, который
он проходил, сопровождаемый копьеносцами. Вот эта фраза, немножко загадочно звучащая на славянском языке, Дори Насима, то есть это чины, как бы чиноначалие, телохранители, несущие копья в своих руках. Звучит просительная ектения, начинающаяся с призыва «исполним» или «восполним», «дополним» молитву нашу, обращенную ко Господу. Вновь мы и спрашиваем для себя совершенного, мирного, безгрешного дня, ангела-хранителя, прощения наших грехов и христианской кончины нашей жизни. Хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и миром мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вслед за просительной ектенией будет пение символа веры, совместного исповедания веры христианской церкви. Мир всем вновь приветствует собравшихся предстоятелей, и диакон приглашает нас возлюбить друг друга, то есть деятельным образом явить нашу христианскую любовь друг к другу, дабы в единомыслии исповедовать веру в Святую Троицу. Данного песнопения в алтаре духовенство совершает целование мира, древний обряд взаимного приветствия, взаимного целования друг друга в плечи, в знак того, что никто не имеет ничего против своего собрата, все объединены верой и любовью. Так, диаконы совершают общенародное пение. Вместе с собравшимся народом поется текст символа веры, краткого изложения основ христианского вероучения в 12 частях, в 12 пунктах, принятый на Первом и Втором Вселенских соборах в IV веке. Во время пения предстоятель склоняется над святыми дарами, а сослужащее духовенство веет у него над головой воздухом, тем большим покровом, тем платом, которым покрывались дары для их защиты от каких-то внешних воздействий.
самый важный отрезок литургии, анафора, святое возношение, или как его еще называют, евхаристический канон, та молитва церкви, во время которой совершается таинство схождения Духа Святого на предложенные дары и их приложение в тело и кровь Христова. К началу этого действия диакон приглашает нас призывом: «Станем добре», то есть «станем хорошо», «станем со страхом», «будем внимательны, чтобы святое возношение в мире приносить». Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Горе имеем сердца. Горе, то есть ввысь имеем устремленными сердца, призывает нас предстоятель перед святым возношением. И, наконец, призыв «благодарим Господа». Вот это ключевое слово «благодарим», благодарение, то, что по-гречески называется Евхаристией, как раз является центральным моментом литургии. Мы видим, как перед дискосом со святым хлебом и перед чашей с вином предстоятель от имени Церкви совершает благодарение Богу за совершенное им сотворение мира, за спасение человека и за то, что Он удостоил нас быть Его служителями и дал нам возможность участвовать в этой литургии и причащаться Его тела и крови. Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей. Этот ангельский гимн из пророческих видений воспевается Церковью, напоминая нам о том, что сейчас мы перешли из такого земного состояния фактически в состояние небесного царства, где мы, предстоя престолу Божию, прославляем Его, присутствующего среди нас. Звучат так называемые установительные слова, те слова, которыми сам Христос установил таинство Евхаристии. «Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас, ломимое во оставлении грехов. Пейте от нее все, это кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставлении грехов». Именно призыв Господа творить это в Его воспоминания служит основанием для совершения в Церкви таинства Божественной Евхаристии. Итак, вот он момент возношения святых даров. Мы видим их поднятыми над престолом. И сейчас совершается такая кульминация службы, освящение даров, их приложение в тело Христово и в кровь Христову. Господи, я же Третий час апостолам Твоим посланным, как благословение от имя от нас, но обнови нас, молящих. Сердце
всечисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвергни мне лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отними от меня. Господи же, пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславы, того владей не отними от нас, но обнови нас, молящих Еще приносим Тебе словесную себе бескровную службу, и просим, и молим, и милостынею, и спасли Духа Твоего Святаго, на ных и на предлежащие дары себя. И сотвори во хлеб сей честное тело Христа Твоего. Благослови а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего. Благослови высокопреосвященнейший Владыка Твоя. Приложив Духом Твоим святым. Аминь. 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 Итак, состоялось приложение святых даров, силой и благодатью Духа Святаго в тело и кровь Спасителя, которых будут причащаться верующие за этой литургией. А молитва Святого Возношения продолжается, и в ее заключительной части призываются святые, они вспоминаются, призывается их ходатайство за церковь, и изрядно, то есть особенным образом прославляется Пресвятая Богородица. Имя Божьей Матери особенным образом звучит в этом храме, посвященном одной из наиболее почитаемых богородичных икон, Казанской иконе Божьей Матери, которую мы многократно видим здесь на кадрах. Этот образ, особенно чтимый ватиканский список этой иконы, находится здесь, в иконостасе северного предела этого храма. А так мы видим многочисленные изображения казанского образа на аналоях, на стенах этого собора, посвященного Казанской иконе Божьей Матери. В качестве богородичного песнопения вместо традиционного гимна «Достойно есть, яко воистину блажи Тебя, Богородицу» поется Ирмос 9 песни пасхального канона «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богосподня на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселись в Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего». Этот гимн напоминает нам о радости Божьей Матери, от вести о воскресении ее Сына из мертвых. Ходатайственная молитва Церкви завершается просьбой к Богу о том, чтобы Он помянул предстоятеля нашей Церкви, святейшего патриарха Кирилла, а сейчас первый из пресвитеров помянет возглавляющего данное богослужение митрополита Казанского Кирилла.
помяни, Господи, Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Казанского и Татарстанского, священно-архимандрита святые обители сия, его же даруй святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяще слово Твое истины. Дашь нам едиными усты, единым сердцем славить и воспевать и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Святое возношение, анафора, евхаристический канон завершился благословением предстоятеля, так же, как он начинался. Благословением предстоятеля со словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа да будет со всеми вами». Также он завершился его молитвенным пожеланием «Пусть будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами». Вновь звучит просительная Ектенья, подготовляющая нас непосредственно к причащению святых тайн. Вновь мы спрашиваем милости Божией на предстоящий день. И по окончании этой Ектеньи прозвучит молитва Господня, Отче наш, главная молитва христианина, готовящая нас к принятию святых христовых тайн. Достаточно много людей собралось в храме на литургию, достаточно много будет причастников, поэтому сейчас на кадрах Святого Престола мы видели стоящими несколько чаш. То есть верующие будут причащаться из нескольких чаш для того, чтобы это было удобнее, быстрее. И мы видим, как диаконы выходят из алтаря для того, чтобы совершить вместе с народом, вместе с молящимися, общенародное пение молитвы Господней, Отче наш. Смейте призывать Тебе небесного Бога Отца и глаголати. Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. И вновь мы слышим это приветствие «Мир всем». Теперь оно уже приготовляет нас непосредственно к причащению святых христовых тайн. Благодатью, щедротами человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Святая святым прозвучал возглас, во время которого святое тело было вознесено над дискосом, далее оно раздробляется, часть его погружается в чашу, а часть разделяется для причащения участвующих в богослужении священнослужителей и мирян. Возглас «Святая святым» напоминает нам о том, что святые тайны предназначены только для святых, и в то же время мы, понимая свое недостоинство, отвечаем, что один только свят, один Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Этот стих, являющийся причастным стихом, настраивает нас на причащение святых тайн. Сейчас сначала причастится служащие духовенства, затем чаши с святыми дарами будут вынесены для причащения верующих. Возвращаясь к пасхальному богослужению, хочется сказать, что пасхальными символами являются кулич и крашеные яйца. Традиция, в общем-то, языческая, но прижилась и с тех пор стала яркой, красивым обрядом. Из пасхальных предметов искусства, наверное, нужно выделить прежде всего и как самые известные предметы, самые дорогие предметы искусства, посвященные Пасхе, это яйца Фаберже, знаменитые яйца Фаберже. Известный ювелир каждый год изготавливал по одному яйцу, украшенному бриллиантами и драгоценными камнями, по заказу российского императора Александра III. Очень красивое. Это просто настоящее произведение искусства. И они обязательно должны были иметь небольшой сюрприз внутри. Таким образом, император оказывал расположение своей супруге Марии. Заметной особенностью пасхального богослужения является то, что оно совершается при постоянно открытых царских вратах алтаря, то есть все происходящее в алтаре видно всем молящимся. Любая архиерейская литургия также совершается с открытыми царскими вратами, но во время причащения духовенства врата закрываются. И только на пасхальных литургиях, на литургии Пасхи и 7 дней Светлой Седмицы, эти врата остаются открытыми, так что виден и момент причащения духовенства, который вот сейчас как раз и происходит у Святого Престола. Я думаю, следует сказать, что через неделю будет большая родительский вторник, да? Да, этот день, хотя он на самом деле отсутствует в богослужебном уставе православной церкви, но эта традиция поминовения усопших во вторник, через неделю после Пасхи, как раз так повсеместно распространился и стал всеобщей церковной традицией. В дни Пасхи поминовение усопших сводится к минимуму. Мы не слышим гласного поминовения усопших, поскольку представляется несколько
неуместным среди всеобщего ликования о победе жизни над смертью, так уж вот акцентировать свое внимание на умерших. Конечно, за литургией при совершении проскомидии усопшие все равно поминаются, в том числе и на сегодняшней литургии, но гласного такого особого, сугубого поминовения усопших не бывает. Оно возобновляется по окончании Светлой Седмицы, то есть заканчивается этот восьмидневный цикл от Пасхи до Антипасхи, и вот в понедельник такой уже как бы переходный момент, уже вечером в понедельник за богослужением, относящимся ко вторнику, звучат заупокойные молитвы. Также к этому дню традиционно приурочивается посещение людьми могил своих усопших, близких, сродников, уборка на могилах, молитва на могилах своих родных. Итак, сейчас будет оглашено пасхальное послание. Пасхальное послание патриарха Московского и всей Руси Кирилла архипастырем, пастырем, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Обращаюсь к вам с этим жизнеутверждающим приветствием. Сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа. Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность происшедшего воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали его мертвое и бездыханное тело во гроб и запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали притворяются в слезы радости. Пережитый опыт реального общения с воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, которое мы получили через восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе, победителе смерти. И вот уже 2 тысячелетия Церковь живет этой вестью о воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека грядущего мир. В свете Пасхи действительно все видится иначе. Исчезает страх и чувство безысходности, поражаемое скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту. Для свидетельства о воскресшем Спасителе вовсе не обязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью. Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нам являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради воскресшего Христа. И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселилась ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которые только исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо молю победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы,
дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественную благодатью. Поздравляя всех вас с праздником Пасхи, призываю на вас благословения Христа воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру, а мы, освящаясь неустанно Словом Божиим, чтением Евангелия и приобщаясь к божественной благодати через участие в таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного и вместе с нами радостно свидетельствовали, что воистину воскрес Христос. Кирилл, патриарх Московский и всей Руси, Пасха Христова, 2022 год. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, такая радость сегодня видеть всех вас в этом замечательном, исключительно красивом и уже намоленном Казанском соборе. Это 4-й храм на этом месте. И вот за этот короткий период времени уже тысячи и тысячи людей прошли к Божьей Матери, Казанской иконе Божьей Матери, которая является покровительницей, заступницей рода христианского, а значит и всех нас с вами. Вот слова благодарности сегодня тем, кто восстановил этот собор. Прежде всего, Царство Небесное, вечный покой нашему владыке митрополиту Феофану, его горячая идея, его вот такой движущей силе, которая зажгла сердца многих и многих людей. Низкий поклон и благодарность нашим руководителям, и президенту Рустаму Нургалевичу Миниханову, и первому президенту Митимиру Шаймиевичу, Шариповичу Шаймиеву, всем тем их друзьям и помощникам, кто вот с такой любовью, вы же чувствуете, с какой любовью сделан этот храм. Не вот просто по приказанию, а именно от широты, от глубины, от любви сердца. Вот, в принципе, так должна строиться вообще вся наша жизнь. Потому что все бы, что бы мы ни делали, оно должно делаться с любовью. Потому что то, что делается так, поверхностно, оно все недолговечно, но все рассыпается. И поэтому вот этот цемент нашей общественной жизни – это братское, христианское чувство любви, которое должно преодолевать всякие препоны. Потому что во Христе Иисусе ведь нет никого, ни эллина, ни иудея, ни русского, ни татарина, ни еврея, ни немца, ни богатого, ни бедного, вообще никого. Мы все дети нашего Творца. И каждого из нас Он одинаково любит. Но больше всего Он любит тех грешников, которые ушли с этого закона, и ради которых Он пришел в этот мир, принял страшную крестную смерть и своей божественной кровью искупил весь человеческий род, чтобы он вернулся домой, в Царство Небесное. Потому что Царство Небесное – это не абстрактное понятие, это нечто, не то, что такое, некая сказка или миф, о котором там рассказывали нам бабушки и дедушки. Это настоящее и подлинное состояние души, начинающееся здесь, на земле, и которому ведет к вечности божественная рука нашего Спасителя. Поэтому будем к этому стремиться. И простимся воскресением друг другу. Если у кого какая вот обида, раздражение на тех, кто рядом, на тех, кто далеко, простим все и всех воскресением. Потому что сегодня Христос воскресается для всех и для тех, кто сегодня стоит в храме, для наших друзей, для наших близких и для наших обидчиков, и для наших ненавистников, для всех
Христос воскрес сегодня. А кто мы такие, то будем, если Христос для них воскрес, разве мы будем являться средостением между этой любовью божественной ко всем людям? Поэтому это день такой всеобъемлющий, всепрощающий любви Божией, отражением которой должны стать мы с вами, все. Я желаю всем нам с вами вот в это время очень бурное, воинственное и даже уже кровавое, чтобы у нас не было это озлобления, чтобы наше сердце не поддавалось этому внутреннему голосу войны, всех возненавидеть, всех истребить, все стереть с лица земли, потому что у Бога всего много. Сегодня вот таким образом развивается жизнь. А если все будем молиться, то как когда-то наших предков умиротворила же Казанская икона Божией Матери, пришли и закончилось смутное время. Но почему? Потому что все военные попытки наших предков, даже благочестивых, они все ушли на нет. Не было никакой пользы. А когда стала польза? Когда появилось благословение, когда патриарх Гермоген стал призывать и благословлять на освобождение, когда его преемник здесь, на этой кафедре, святой митрополит Ефрем, когда уже патриарха Гермогена заточили в темницу и отрезали от внешнего мира, митрополит Ефрем стал эти грамоты рассылать по всей русской земле, когда весь народ стал молиться Божией Матери, весь народ. И тогда Господь смилостивился над нами, над нашими праотцами и умиротворил эту жизнь. Поэтому, если хотим, то должны молиться искренне, от всего сердца, в храме, дома, в любом месте, в любое время. Молиться, чтобы Господь вернул мир на нашу большую русскую землю, где живут русские люди в разных уголках, которые сегодня страдают, которые сегодня мучаются, и которым сегодня очень тяжело, но и которых и сегодня покрывает божественная любовь. И пусть наши молитвы будут сегодня вместе с ними, со всеми, с теми, кто детьми, с нашими, которые сегодня в руках держат оружие, исполняют присягу и служат своей стране, со всеми теми людьми, кто сегодня находится в трудных жизненных ситуациях. Пусть Господь поможет им сегодня, в этот великий пасхальный день и во все время нашей предстоящей Пасхи, Светлого Христового Воскресения. А мы не будем об этом забывать и помнить о том, что когда мы ходим под чистым и мирным небом, то мы за это должны тем, кто грудью своей защищает наш мир, наш народ, наше Отечество. Поэтому мы всегда кому-то что-то должны. Вот. И сегодня мы должны нашему Христу Спасителю, который приходит к нам из этой пещеры гробной, воскресший, и каждому простирает свои божественные руки. Христос воскресе! С праздником всех вас! Если кто доживет до вечера, и у кого будут силы, желания, стремления, сегодня здесь, вечером, в 16 часов, такая праздничная, пасхальная, вечерняя. Ангелы-хранители всем вам. Итак, мы услышали пасхальное послание святейшего патриарха Кирилла, а также проповедь и наставление митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в день Святой Пасхи. Со страхом Божиим и верою приступить к святым тайнам призвал диакон присутствующих за богослужением, приглашая их тем самым к причастию святых тайн тела и крови Христовых. Напомним, что причащение – это самое главное таинство христианской церкви. То таинство, в котором каждый верующий может не просто обратиться к Богу со своим прошением, но соединиться с Ним, принять Его в себя через вкушение Его плоти и крови, стать сродным с Ним и через это приобщиться к вечности, к той вечности, ради которой родился на земле, прошел свой путь, крестный путь, пострадал, умер на кресте и воскрес из мертвых Господь Иисус Христос.
Верующие будут приступать к таинству святого причащения, потом будет совершено общее благодарение и завершится служение этой божественной литургии. Будь не причащение святых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Дорогие братья и сестры, завтра утром в большинстве храмов будет совершена еще одна литургия для тех, кто по тем или иным причинам, по состоянию здоровья или по служебным обязанностям не смог присутствовать за ночной литургией. Для них во многих храмах, где позволяет возможность, где есть достаточное количество священнослужителей, будет совершено повторное богослужение, пасхальная литургия. Вечером будет совершаться Великое пасхальное вечернее, особое богослужение, вновь и вновь прославляющее воскресение Спасителя. Главное богослужение в нашей республике, в нашем городе пройдет здесь же, в Казанском соборе. Его вновь возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. За этим богослужением будет осуществляться раздача верующим святого огня, благодатного огня, привезенного, доставленного из Иерусалима. Мы благодарим всех, кто был сегодня с нами, кто разделил эту молитву, это богослужение, транслируемое из сердца Казани, из Казанского собора, Казанского Богородицкого мужского монастыря. Благодарим вас за внимание. Еще раз с праздником Светлого Христова Воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Сегодняшнюю трансляцию для вас комментировали священник Антоний Ермошин и Вера Гаранина.